Программа «Пациент» в эфире. Здравствуйте. Ноябрь считается месяцем профилактикой сахарного диабета. Говоря о диабете, важно помнить, что это заболевание обмена веществ широко распространено не только среди взрослых, но и среди детей. Однако до сих пор не все родители знают, с какими вопросами по здоровью своего ребенка стоит обращаться к эндокринологу. Почему возникает диабет? Какие симптомы могут указывать на него? Кто находится в зоне риска? Какие меры профилактики важно соблюдать, чтобы поддержать сахар в норме? Мы попытались ответить на эти вопросы. С 16 по 23 ноября по инициативе общественной организации «Диабетическое общество Абхазии» в Сухуми на базе пансионата «Айтар» прошел детский диабетический лагерь. В нем приняли участие родители и дети с диагнозом сахарный диабет. В этом году в числе приглашенных спикеров была заведующая отделением Московской детской эндокринологии Сеченовского центра материнства и детства, кандидат медицинских наук Юлия Тиханович. Специалист обучала пациентов контролю состояния здоровья, рассказывала о правильном образе жизни при сахарном диабете, старалась научить подростков быть самостоятельными в управлении своего заболевания. В Абхазии нет детского эндокринолога, и это большая проблема, говорят родители. Именно для консультации с таким специалистом и организовываются подобные лагеря. Большинство родителей, которые здесь присутствовали постоянно, они очень хорошо информированы, с хорошей подготовкой, с хорошей школой сахарного диабета. Подростки информированы по-разному. Но что касается детей и подростков, здесь именно частота донесения информации. То есть они сейчас раз прослушали, потом через какое-то время они прослушают либо в условиях стационара. Мы с соседой договорились, что я сделаю видеозапись лекций и отправлю, чтобы при желании это можно было пересмотреть, и при желании родители, которые не смогли по каким-то причинам в лагерь приехать, по крайней мере у них будет какая-то видеоподсказка, что тоже неплохо. В целом у меня ощущение, что сегодня 5-й день, по-моему, лагеря, что даже в плане и детей, и подростков, то, конечно, к 5-му дню осведомленность гораздо лучше, чем к 1-му. Неугомонному Астану, как его называют в лагере, 7 лет. Еще совсем маленьким ему поставили диагноз сахарный диабет. Он наивно полагает, это из-за того, что он ел много сладкого. Сегодня ему приходится не злоупотреблять любимыми чипсами и подсчитывать свой рацион. В этом ему помогает мама, да и сам он справляется неплохо. Здесь сладости кушал. Ио. Много? Сейчас ты как сахар измеряешь? Тебе мама помогает или ты сам? Я сам делаю. А как ты это делаешь, расскажи нам. Аппарат у меня есть. Прикладываю, мерю. Поднимается, укол делаю. А ты ходишь на какой-нибудь вид спорта? Расскажи, куда ты ходишь? На танцы, на барабаны. Когда 10 лет исполнится, тайский бокс иду. 11-летняя Сария Бжани 6 лет назад заболела диабетом. По ее словам, это не мешает ей жить полноценной жизнью. Здесь, в лагере, она научилась пользоваться новым диабетическим гаджетом. У меня стоит либра, у меня стоит помпа. Я поняла, что с помпой лучше, удобнее, чем с инсулином. Трудно чуть-чуть, но с помпой удобнее. Сахар я измеряю либрой, а укол мы делаем, вы сейчас покушаем, мы делаем укол помпой. Мы, то есть, в помпе вводим сахар, хлебные единицы, сколько мы поели, и он выдает, сколько сделать укол. А сладкое тебе можно или ты это все контролируешь? Как сказать, нельзя, конечно, но стараемся по чуть-чуть кушать.
Ксения Зазадзе, когда ее ребенку было 9 месяцев, обратила внимание, что он обильно пьет воду и худеет, несмотря на полноценный прием пищи. Тогда она обратилась к врачам, и ей поставили диагноз – сахарный диабет. У ребенка генетическое предрасположение. Но мама не упала духом, а взяла здоровье ребенка в свои заботливые руки. В целом жизнь изменилась только в том, что надо все подсчитывать. А так те же поездки, те же игры, те же батуты, те же горки, все у нас в жизни присутствует. Мы ни в чем не ограничены. Все можно в меру употреблять, но опять-таки все это смотреть, считать, высчитывать, и, соответственно, всему этому надо учиться. И не стесняться этой болезни ни в коем случае. С психологией больше человек начинает замыкаться, стесняться. Этого делать не стоит. Это пример родителям, которые очень сильно стесняются, что их дети болеют. Я с этим не согласна. Об этом надо говорить, об этом надо рассказывать, об этом надо показывать. И, слава богу, у нас сейчас очень хорошие тренинги. У нас проходит в данный момент лагерь диабетический, где мы с мамами с друг другом общаемся, мы рассказываем свои проблемы. Кто-то у кого-то учится, кто-то что-то запоминает. И это на самом деле очень помогает. Так что же такое сахарный диабет? Это беда всего человечества. В мире им больны почти 500 миллиона человек. Врачи и ученые говорят, что диабет не инфекционная эпидемия. Настолько быстро распространяется заболевание. Каждые 10 лет количество страдающих от этого недуга увеличивается в 2 раза. Сахарный диабет ухудшает качество жизни, сокращает ее продолжительность и увеличивает смертность в 2-3 раза. По данным ВОЗ, диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности населения и смерти. К сожалению, у нас в Абхазии тенденция к увеличению количества больных. Распространенность сахарного диабета в нашей стране сравнима с общей популяцией. У нас же также она прогрессирует, и больных становится с каждым годом все больше и больше. Наконец 2022 года было зарегистрировано 3596 человек. Это на 41% больше, чем в 2017 году. Получается, за 5 лет у нас пациентов прибавилось на 41% больше. Однако эти данные недооценивают реальное количество пациентов, так как учитывают выявленные и зарегистрированные случаи заболевания. И поэтому статистика страдает. Пациенты, многие не знают, что у них сахарный диабет, а есть, которые знают, но заведомо они идут в поликлинику и не становятся на учет. И я думаю, что у нас количество больных сахарным диабетом в разы больше, чем то, что мы знаем, именно в Республике Абхазия. По данным исследования, причины роста заболеваемости везде примерно одни и те же – старение населения, изменение пищевых привычек и стиля жизни. Существует мнение, что диабет в основном угрожает жителям богатых стран, но факты говорят о том, что 77% диабетиков проживает в странах с низким и средним уровнем дохода. Еще одна причина – за последние десятилетия улучшилась сама диагностика и ее доступность. Стали чаще выявлять заболеваний, что важно на ранней стадии. Рост количества этих больных связан с урбанизацией населения, с тем, что образ жизни у нас изменился, все большее количество полных людей, людей с избыточным весом, а это основной фактор риска сахарного диабета. Появилось большее количество людей, ведущих малоподвижный образ жизни, которые не придерживаются рекомендаций по правильному питанию, злоупотребляют алкоголем, курением, и наследственность очень большую роль играет. И, кстати, вот прошедшая пандемия, коронавирусная инфекция, это тоже прибавило количество больных сахарным диабетом. Как и первого типа, так и второго типа. Пищевое пристрастие к сладкому, оно не приводит напрямую к сахарному диабету, оно может привести к избыточному весу. А избыточный вес – это фактор риска развития сахарного диабета, вот только косвенно. Но если у нас имеется худой молодой человек, который любит употреблять сладости, в принципе, к диабету он себя не приближает. То же касается маленьких детей. Очень часто приходят мамы с детьми, больными сахарным диабетом первого типа, и считают, что ребенок заболел от того, что он с детства любит употреблять сладости, и мама в чем-то не уследила. Но на самом деле тут не виноват ни мама, ни ребенок, поскольку именно вот в
в детском возрасте пристрастие маленького пациента, будущего, да, диабетика, к сладостям, оно не повлияло на диабет. Это аутоиммунное заболевание, оно не зависит от приема сладкого. Для сравнения, есть такая форма сахарного диабета, неонатальный сахарный диабет. Он генетически обусловленный. Это все формы сахарного диабета, когда заболевание возникает в первые 6 месяцев жизни ребенка. И исходно в советское время, если посмотреть публикации 90-95 года, частота заболевания оценивалась как 1 на 300-500 тысяч новорожденных, то есть ультраорфанная, крайне редкая. А сейчас просто многие дети погибали в раннем возрасте, они были не диагностированы. А сейчас в связи с тем, что улучшилась диагностика, сейчас уже по публикациям, да, мы видим, что частота именно неонатального сахарного диабета, она порядка 1 на 180 тысяч, 300 тысяч новорожденных. То есть гораздо, почти в 2 раза выше реальная частота. Сахарный диабет – хроническое заболевание, которое возникает из-за того, что в организме перестает усваиваться сахар или глюкоза, поэтому его концентрация в крови многократно вырастает. Диабет делится на 2 типа. Первый – инсулинозависимый или детский, обычно развивается в детском или подростковом возрасте, обусловлен нехваткой инсулина в организме на фоне поврежденных клеток поджелудочной железы. Людям с этим типом диабета требуется постоянное введение инсулина извне. Второй тип – неинсулинозависимый или взрослый диабет, чаще всего развивается во взрослом возрасте, но сейчас также стал распространенным среди детей и подростков, обусловлен невосприимчивостью тканей организма к инсулину, в результате чего они перестают нормально усваивать глюкозу. Но каждый тип опасен по-своему, да? В плане острых осложнений, в плане летальности наиболее опасен первый тип, потому что если диагностика заболевания поздняя, потому что иногда сахарный диабет манифестируется различными масками, то есть под видом какой-то кишечной инфекции, под видом аппендицита, вирусной инфекции. И здесь он опасен тем, что при поздней диагностике у нас очень высокий риск развития отека головного мозга и, собственно, летального исхода. Первый тип опасен тем, что могут быть острые гипогликемии, да, тяжелые гипогликемии тоже с потерей сознания, с гипогликемической комой, да, с тяжелыми какими-то последствиями. При отсутствии контроля над заболеванием, то есть если человек крайне редко измеряет сахар, пропускает инъекции инсулина, это высокие риски кетоацидоза. То есть в плане острых осложнений наиболее опасен первый тип диабета. В плане хронических осложнений на самом деле второй тип тоже не так безопасен, потому что повышение сахара может быть не такое выраженное, как при первом типе, но, как правило, ко второму типу диабета относятся более легкомысленно, да, и, соответственно, пропускают прием препаратов, не контролируют сахар. И осложнения, они развиваются, но они развиваются потихоньку. И что касается взрослых пациентов, иногда они второй тип диабета диагностируют уже при наличии хронических необратимых осложнений. Дети в основном болеют сахарным диабетом первого типа. Этот диабет не связан с образом жизни. Тут генетические факторы, и это аутоиммунное заболевание, оно может быть вызвано любой вирусной инфекцией даже. То есть вирус прошел, но произошло поражение клеток поджелудочной железы, и у ребенка появился сахарный диабет первого типа. То есть этот ребенок никогда не был полным. Но если говорить о детском диабете, то сейчас участились случаи появления диабета второго типа, это диабет взрослых у детей, который связан именно с ожирением у детей, с детским ожирением. Сахарный диабет второго типа, в первую очередь, это генетические факторы, которые реализуются через избыточную массу тела. И к 50 годам человек набирает избыточную массу тела, плюс у него еще генетика. Таким образом и появляется сахарный диабет второго типа, который называется диабет пожилых. Сахарный диабет первого типа – это диабет детей, который не зависит от образа жизни ребенка.
Сахарный диабет возникает из-за нарушения функции поджелудочной железы или расстройства регуляции клеток, при котором даже достаточное образование инсулина не способствует уменьшению уровня сахара в крови. Нужно отметить, что второй тип может возникать у пациента в любом возрасте, поэтому не стоит ориентироваться только на факторы риска. Как правило, первыми жалобами больного становятся частое обильное мочеиспускание, постоянная жажда и голод. У более чем 90% больных диабетом второго типа до определенного времени он развивался абсолютно незаметно. Именно в этом заключается коварство болезни. Диабет не болит, говорят врачи. Что касается сахарного диабета именно первого типа, здесь что всегда смущает родителей, что, как правило, заболевание развивается совершенно внезапно. Чаще всего наследственность не отягощена. И родители вот этот именно момент, он, конечно, уводит от диагноза в другую сторону, потому что они не могут себе представить, что ребенок, который в семье нет сахарного диабета, ребенок, допустим, редко болеющий, да, образ жизни, ну, плюс-минус правильный, питание правильное, вдруг ни с того ни с сего начинает много пить, начинает много писать, ночью начинает вставать в туалет. Некоторые родители, особенно если это дети раннего возраста, обращают внимание, там липкие пятна мочи где-то вот на полу, там раньше это назывался синдром крахмальных пеленок, когда активно пользовались пеленками, сейчас с памперсами несколько посложнее уже. Вот, и теряет в весе. Но зачастую, если родители с этим заболеванием не сталкивались, вот это вот основное, пьет, писает, худеет. Да? Но зачастую, если родители с этим заболеванием не сталкивались, они, даже если они слышали, что это могут быть признаки сахарного диабета, они иногда психологически максимально эту мысль от себя отодвигают и пытаются объяснить это состояние какими-то другими причинами. Вот при таких симптомах надо, конечно, обратить внимание, это может быть сахарный диабет, конечно, надо будет померить уровень сахара в крови, это самый такой простой метод диагностики. И заболевание, оно всегда развивается не за один день, да, то есть от начала, как правило, того, что родители замечают, что ребенок начинает много пить, писать и худеть, до развития кетоацидоза, ну, чаще это от 3 недель до месяца. То есть вот время есть на самом деле, чтобы выявить заболевание на относительно ранней стадии, это все равно будет, к сожалению, инсулинотерапия, потому что другого метода контроля над заболеванием нету. Но, по крайней мере, это не будет кетоацидоза, не будет реанимации, не будет жизнеугрожающей истории, то есть не будет отека головного мозга. А с детьми раннего возраста сложнее, потому что диабет, к сожалению, помолодел. И мы иногда видим сахарный диабет у детей в возрасте 9 месяцев, 10-11 месяцев. Но на первый план у детей именно раннего возраста часто выходят изменения поведения. Они становятся беспокойными, они становятся раздражительными. Вот, начинают капризничать. Вот, и параллельно родители обращают внимание, что за ночь, допустим, меняют не один памперс, а 2-3 памперса, что ребенок, несмотря на то, что хорошо питается, не набирает в весе. Вот, и это тоже один из моментов, когда надо сдать уровень сахара. А на самом деле уровень сахара в общий анализ крови не входит. То есть это надо сдать отдельно кровь на сахар, либо сдать общий анализ мочи. Если сахар будет в крови выше 8, то мы его увидим в моче. Поскольку сахарный диабет – это основная причина смерти при сахарном диабете, это инфаркты и инсульты. То есть в 21 веке от острого осложнения сахарного диабета уже не умирают. Умирают от хронических осложнений. Это сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому диабет – это грозное заболевание, которое чревато осложнениями. Мои рекомендации будут такие, что очень важно вовремя выявить заболевание. Чтобы вовремя выявить, нужно обратить внимание на любые симптомы сахарного диабета, такие как жажда, учащенное мочеиспускание, утомляемость, снижение массы тела.
Вот быть очень к своему здоровью просто пристально обращать на это внимание. И при появлении любых симптомов просто измерить уровень сахара крови. Диагностика сахарного диабета не требует каких-то высоких технологий. И не нужно выезжать, чтобы этот диагноз у себя выявить. Достаточно просто измерить уровень сахара в крови в большинстве случаев или уровень гликированного гемоглобина. Иногда нужно провести пероральный глюкозотолерантный тест. Но все эти методы исследования у нас возможны на месте в Абхазии. Ранняя диагностика – это профилактика тех самых осложнений. После 40 лет измерять каждый год уровень сахара в крови и прислушиваться к любым симптомам, которые вдруг появились. Только врач может с точностью отличить признаки разных типов сахарного диабета. Длительное течение болезни способствует возникновению дополнительных симптомов, связанных с осложнениями. В тяжелых случаях, к сожалению, требуется использование инсулина. Для таких больных в нашей стране действует специальная программа, благодаря которой многие получают препараты совершенно бесплатно. С 2013 года в республике нашей есть программа оказания помощи больным сахарным диабетом. В чем она заключается? Пациентам, болеющим сахарным диабетом, выделяются совершенно бесплатно. Те, которые стоят на учете в поликлиниках по месту жительства, они получают инсулины. Благодаря этой программе наши пациенты стали получать большой выбор инсулинов, более современных, чем было раньше. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы было их больше, и бывают моменты, когда не всем хватает, и это очень обидно. Хотелось бы, чтобы у нас вообще была целевая программа, именно государственная целевая программа по сахарному диабету, чтобы мы могли обеспечить каждого нашего пациента. Самое главное – это установить диагноз на ранней стадии или даже еще раньше, на стадии так называемого преддиабета, и взять заболевание под контроль. В этом вопросе огромную роль играет диспансеризация населения. Как известно, ВААК совместно с Минздравом Абхазии проводит диспансеризацию сельских школьников. На сегодняшний день медицинское обследование прошло в 15 школах и охватило более 1000 детей. В рамках проекта состояние своего здоровья проверяют и учащиеся, и преподаватели. Со стороны эндокринологии очень часто, почти в каждой школе были какие-то отклонения. Мы вот всегда перед осмотром берем общий анализ крови, делаем анализ на глюкозу. И очень часто бывает либо заниженный показатель, либо наоборот существенно завышенный. Но все эндокринологи, которые с нами выезжают, они склоняются к тому, что в рамках одного анализа, по результатам одного анализа невозможно ставить диагноз, допустим, сахарный диабет, даже при том, что у некоторых детей такой неудовлетворительный анализ на глюкозу сопровождался также достаточно избыточным весом. То есть педиатры даже ставили ожирение некоторым детям по параметрам. Но все равно приглашались родители, с ними обсуждались возможное развитие событий. Собственно, в этом смысл самой диспансеризации, чтобы либо на ранних стадиях предотвратить что-то, либо вообще предупредить родителей о том, что они должны обратить внимание на такую ситуацию. И родители, естественно, всегда живо проявляли интерес, то есть врачами расписывались какие-то способы дальнейших исследований детей. Всегда мы встречали понимание, и мы знаем, что многие родители, последователи потом тому, что им было прописано врачами, проводили дополнительные исследования. Иногда что-то подтверждалось, иногда что-то наоборот опровергалось. Собственно, цель самой диспансеризации, она достигалась в том, что все-таки людей предупреждали о том, что что-то может быть не так. Диабет – болезнь, во время которой очень многое зависит от самого больного, и не только от его приверженности лечению, но и готовности серьезно заняться собой, изменить образ жизни. К сожалению, далеко не все готовы идти на такие жертвы.
Врачи со своей стороны всегда должны учитывать этот психологический фактор, и им необходимо уделять внимание разъяснениям. Самое главное в этой болезни – информация. Для этого организовывают школы диабета, где пациенты могут обучиться и в дальнейшем контролировать свое здоровье и не наносить вред самому себе. Самый большой фактор, который в лечении мы используем, это именно смена образа жизни. Потому что тот образ жизни, который пациент вел до диагноза, он его и привел к диагнозу сахарный диабет. Это модифицировать нужно прежде всего это питание, изменить подходы к питанию, убрать легко усвояемые углеводы и повысить физическую нагрузку. В 2018 году у нас была открыта школа сахарного диабета. Она проводится отдельно для пациентов с сахарным диабетом первого типа, второго типа. Что такое школа сахарного диабета? Это способ получения информации о том, как жить с диабетом. Поскольку мы говорим о том, что диабет – это не болезнь, а образ жизни, поэтому человека должно четко следовать, пациент должен четко следовать алгоритму, как изменить образ жизни, как изменить питание. Отдельно есть школа для пациентов с сахарным диабетом первого типа на инсулинотерапии. Это пациенты, они, прежде чем колоть инсулин, высчитывают количество хлебных единиц. И вот в школе мы именно проводим обучение подсчету, обучение образу жизни. Школа диабета проводится здесь, вот за этим столом. У нас есть все необходимые наглядные пособия для проведения этой школы, весы. Главное желание пациента прийти и обучаться. К сожалению, у пациентов это желание не так велико, как хотелось бы нам, докторам. Поскольку обучение – это вообще в основе лечения сахарного диабета лежит именно обучение пациентов. Это все бесплатно. Абсолютно бесплатно, конечно. Пользуясь случаем, призываю пациентов приходить, записываться. Школа проходит в групповом формате и в индивидуальном. То есть, если у нас пациент лежит в отделении терапии, я провожу с ним занятия индивидуальные. Да? Если собирается группа пациентов, то групповые занятия всегда эффективны, но, к сожалению, не так много больных, которые хотят прийти обучаться. Чтобы хорошо контролировать сахарный диабет, минимальное количество уровня сахара в течение дня у ребенка должно быть 6. Это минимальное. Это завтрак, обед, ужин 4 раза, это перед сном 5 раз. Это если есть перекусы перед перекусами. Зачастую, если нестабильный уровень сахара, родителям надо встать ночью померить сахар. Если ребенок занимается спортом, это перед тренировкой, это после тренировки. Если это тяжелая физическая активность, это иногда и во время тренировки. Да? Поэтому, конечно, да, есть мониторинг, который облегчает жизнь, но не везде есть, не везде зарегистрирован, да. В общем-то, ценовая категория не такая, не минимальная ценовая категория. Вот. Образ жизни, но усилия, конечно, прикладывать надо. Врачи настаивают, не откладывайте визит к доктору, если чувствуете слабость, если у вас часто возникает жажда, а туалет становится нужен чаще обычного. Все это ранее признаки развивающегося диабета. Если случайные царапины и ранки долго не заживают, если вы стали хуже видеть, это тоже серьезный повод обратиться к эндокринологу. Кстати, 50% больных диабетом узнают о своем диагнозе совершенно случайно. Это заболевание не приговор, и если вы будете следить за своей глюкозой крови и не позволять ей подниматься выше нормы, то такие грозные осложнения, как нефропатия, инфаркты, инсульты, гангрена, они могут вас вообще не коснуться. Потому что, чем страшен сахарный диабет? Он страшен своими осложнениями. В силу того, что пациент не ощущает незначительное увеличение глюкозы крови, за это время, пока она поднимается, и он об этом не знает, могут произойти такие жизнеугрожающие осложнения, как разрушение мелких сосудов, иннервации. И это впоследствии несет за собой нефропатию, полинейропатию, такие катастрофы,
как сердечно-сосудистые катастрофы, как инфаркты, инсульты. Нужно раз в полгода, раз в год сдавать глюкозу крови, гликированный гемоглобин, особенно людям, у которых есть предрасположенность. После 45 лет я бы рекомендовала каждый год проводить исследование глюкозы крови. Если есть у пациента наследственность, то есть болен один из родителей, допустим, то нужно делать не только на сахар, да, измерять кровь, но определять уровень сахара крови, но и делать тест на скрытый диабет. То есть проводить глюкозотолерантный тест каждые 3 года там, после 40 лет. То есть это может быть, когда выявим мы не диабет, а преддиабет. А если выявить преддиабет, то можно пациента полечить так, что диабета у него не будет. То есть проводить профилактику сахарного диабета. Чтобы привлечь внимание людей к этой проблеме, ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. В этот день проводится диспансеризация. Все желающие могут бесплатно сдать кровь и узнать уровень глюкозы. В нашей стране акция под названием «Сахар в норме» проходила целую неделю во всех районах республики. Инициаторами выступили общественные организации «Диабетическое общество Абхазии» совместно с Минздравом республики. Но, по словам организаторов, население неохотно приняло участие в мероприятии. И это свидетельствует о необходимости более активной профилактики заболевания. К большому сожалению, сахарный диабет не лечится, и нет вакцины от него. Он с человеком до конца его жизни. Но в некоторых случаях его можно предотвратить. Для этого достаточно своевременно изменить свои привычки. Ведь основа профилактики диабета – это здоровый образ жизни. Завершая передачу, хочу напомнить, что 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В связи с этим Центр СПИД Абхазии проведет акцию, где любой желающий может сдать бесплатный анализ на ВИЧ. Воспользуйтесь этой возможностью. А я желаю вам здоровья, берегите себя.